Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Обращение. Мы, участники Первого Всемирного Конгресса ингушского народа, реализуя свои неотъемлемые права, установленные статьей 32 Конституции Российской Федерации, обращаясь к вам, главе многонационального, демократического и правового государства, гаранту Конституции, прав и свобод человека и гражданина, выражаем решительный протест деятельности региональных властей, которые, игнорируя требования действующего законодательства, закладывают мину замедленного действия под дальнейшие добрососедские отношения между чеченским и ингушским народами, а значит и стабильное развитие Северо-Кавказского региона и всей Российской Федерации. 4 июня 2018 года на заседании Народного собрания парламента Республики Ингушетия был рассмотрен проект республиканского закона, утверждающего подписанное 26 сентября 2018 года главой Республики Ингушетия и главой Чеченской Республики соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Всю неделю, предшествующую голосованию, общественность республики буквально будоражили факты беспрецедентного давления, оказываемого высшим должностным лицом субъекта на депутатов, с целью склонения их ратифицировать данное, подготовленное втайне от жителей и подписанное, несмотря на протест всех слоев гражданского общества, соглашение, передающее под юрисдикцию Чеченской Республики почти 10% территории Ингушетии и самовольно меняющие исторически устоявшиеся и юридически закрепленные административные границы 3 муниципальных районов и 7 сельских поселений. В этих непростых условиях народ Ингушетии вынужден был даже выйти на стихийный публичный сход в поддержку депутатов регионального парламента в городе Магаз. Однако административный ресурс главы Республики Ингушетия позволил ему добиться непредусмотренного регламентом Народного собрания тайного голосования по законопроекту сразу в 3 чтениях, а в последующем заявить о его принятии большинством голосов от общего числа депутатов. При этом было проигнорировано мнение одного из основных субъектов законодательной инициативы Конституционного суда Республики Ингушетия о несоответствии законопроекта Конституции Республики Ингушетия. Вышеуказанными действиями были нарушены требования статей 3, 4, 6, 7, 8, 16, 54, 96, 102 Конституции Республики Ингушетия, нормы Республиканского конституционного закона о референдуме Республики Ингушетия от 31 марта 1997 года номер 3 РГЗ, республиканских законов о местном самоуправлении в Республике Ингушетия от 17 декабря 1999 года номер 31 РЗ и об установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и наделении их статусом сельского, городского поселения, муниципального района и городского округа от 23 февраля 2009 года номер 5 РЗ, регламента Народного собрания Республики Ингушетия, утвержденного постановлением указанного законодательного органа субъекта от 27 июня 2018 года за номером 459. Кроме того, соглашение подписано и в последующем ратифицировано вопреки нормам статей 12 и 131 Конституции Российской Федерации и принятого в их развитии федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 6 октября 2003 года номер 131 ФЗ. А вмешательство в процесс подготовки и проведения заседаний Народного собрания Республики Ингушетия не может восприниматься иначе,
как несоблюдение статей 10 и 15 Конституции России и Федерального закона об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 06.10.1999 года за номером 184 ФЗ. Более того, сразу же после обнародования итогов голосования как минимум 6 депутатов Народного собрания, в последующем их число увеличилось до 12, заявили о фальсификации результатов голосования, что, естественно, вызвало бурю общественного негодования и повлекло направлением соответствующих обращений в правоохранительные органы. В таких условиях именно подписание и объявление о вступлении вышеуказанного соглашения в силу послужило катализатором роста напряженности на территории Республики Ингушетия и, возможно, будет в дальнейшем способствовать дестабилизации общественно-политической ситуации в целом в Северо-Кавказском регионе. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, представители народа, который первым воспротивился параду суверенитетов в лихие 90-е, чьи сыны и дочери положили собственные жизни на алтарь борьбы с мировым терроризмом, осознаем свою ответственность за будущее поколение и добиваемся соблюдения Конституции и принятия на ее основе законодательства Российской Федерации и, по сути, являемся вашими добровольными помощниками на пути укрепления государства и недопущения нарушений его незыблемых основ. Мы просим вас в рамках полномочий президента Российской Федерации, предоставленных статьей 85 Конституции Российской Федерации, приостановить действие соглашения об установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой до устранения в установленном порядке вышеуказанных нарушений норм федерального законодательства, прав и свобод человека и гражданина. С целью разрешения возможных разногласий между органами государственной власти, как внутри Республики Ингушетия, так и Республики Ингушетия и Чеченской Республики, просим использовать необходимые согласительные процедуры, а при недостижении положительного решения передать разрешение спора на рассмотрение суда. Кроме того, просим вас поручить Генеральной прокуратуре и Следственному комитету Российской Федерации взять под личный контроль руководителей этих органов проведение доследственной проверки по обращению группы депутатов Народного собрания Республики Ингушетия о фальсификации итогов голосования по законопроекту, утвердившему вышеуказанное соглашение. Уважаемый Владимир Владимирович, нынешнее обострение политической ситуации в Республике Ингушетия напрямую обусловлено действиями высшего должностного лица субъекта. Об этом свидетельствуют и результаты сходов, проведенных накануне Конгресса более чем в 30 населенных пунктах республики. Мнения, высказываемые практически всеми некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории республики. 27 октября 2018 года на внеочередном съезде представители практически всех тейпов республики выразили свое недоверие действующему главе. Мы, участники Первого Всемирного конгресса ингушского народа, в согласии со всеми основными институтами гражданского общества, негативно оцениваем деятельность главы Республики Ингушетия и просим учесть наше мнение при формировании в соответствии с показателями, утвержденными указом президента Российской Федерации от 04.11.2017 за номером 548 общей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта. Кроме того, мы полагаем, что политические кризисы и крайне неэффективная политика региональных властей напрямую связаны с существующей в регионе системой выборов высшего должностного лица и депутатов всех уровней. Народ Ингушетии уверен, что только в случае прямых выборов высшего должностного лица и введения смешанной системы
законодательного органа субъекта и представительных органов местного самоуправления возможно поступательное движение на пути дальнейшего развития субъекта, повышение уровня жизни всего населения, а значит и надлежащее выполнение определенных вами приоритетных задач для всех уровней государственной власти.